Друзья, всем привет! Вы смотрите Найза Дай на канале Найза. У нас сегодня бриллиантовый состав. Нурбек Карабала, глава Лиги Ассаламу Найза. алейкум. Виктория, красавица, 1 на 1 без перчаток. Всем привет. Дидар Сарбас, подкаст. Всем салам алейкум. Столько камер. М. В свете Сзади, софитов. сзади стоите. Да, меня зовут Михаил, и мы сегодня обсудим самые главные новости, связанные с ММА в Казахстане, с Лигой Найза. Вот про все это поговорим сегодня. Давайте по традиции с UFC, да, начнем. Можно? Да, крутой UFC прошел, на самом деле. Два По крайней чемпионских мере, боя да, было. 2 боя вот этих. Ну, если не учитывать Прохаску, но еще и для Казахстана это Николай Веретенник. Николай Веретенников. 4 боя в любом случае надо будет обсудить. Может быть, коротко на Прохаске и на Веретенникове, но в остальном прям можно детально обсудить бой Перера с Анкалаевым. Анкалаевым и нашего, Мираб против Кориса нашего уже Хагана. любимчика Мираба, да? Викинга. Ну, реально, что-то он полюбился. А и, его не мне любит кажется, Дидар. Нет, я вот Переобулся. что-то у сколько, нас нет, изменилось. сколько я слежу вот за, да. вот реально меня Мираб переубедил в том, что он стал вот для меня. Вот я жду, когда мне Полюбил Топурия, его, возможно, да? переубедить, но пока не скоро. Мирабу для этого потребовалось Мне 3 кажется, защиты. Мираб это другая история. Прям реально машина, да? Машина крутая. Ну, мне кажется, что Кори Сентхаген... Ладно, чуть попозже, да, наверное, про это С поговорим? чего Да. начнем? Да, давайте про Николая Веретенникова. На самом деле Да. грустная получается история, потому что он провел 4-й бой в UFC. Его рекорд сейчас 3-1, ну, 1-3 точнее. 1 победа с плитом и 3 поражения. И, скорее всего, так как UFC обычно контракт на 4 боя заключают, то думаю, что с Николаем Веретенниковым они разорвут свои отношения, потому что, ну, очень блеклое получилось выступление. Вот. В этом бою он показал, что даже вот с ударником у него очень борьба хромает. То есть все переводы Николай пропустил, его переводили достаточно просто. Вот. Но хочется как бы и чуть ложку меда в бочку с дегтем добавить, что на самом деле история прикольная, что Николай на самом деле уехал за мечтой в Америку. В принципе, там работал всякими чернорабочими, водителями, и в итоге добился того, из-за чего уехал, попал в UFC, но в UFC, конечно, ну, не хватило сил. Но тоже сегодня 35 лет ему, может быть, и, наверное, будет актуален в Казахстане сейчас, потому что все равно экс-боец UFC и в целом характер во всех боях показывал. Вот. Красавчик. Я его знаю не понаслышке. Вместе тренировались, дрался у нас в лиге в первом Найза. Все, что получилось, ну, знаешь, вот тут самое главное, он прошел этот путь, если, ну, говорить о том, что если у него завершат контракт, он прошел этот путь, да, вот как ты говоришь, я вот перед тем, как ты это сказал, я об этом подумал, что он реально поехал за мечтой, был разнорабочим, попал, прошел эти, да, огонь и медные трубы и попал в лучшую лигу мира. И этого, наверное, конечно, мы хотим, чтобы он всегда выиграл. У него 1 победа, да, кажется, была? Да, с Да. плитом Да, он в из прошлом бою 4 победил. боев 1 победа, но при этом, при всем. И здесь он на коротком уведомлении вышел? Нет. Готовился? Что-то вот этого я не видел, чтобы он, ну, не обсуждал, да, никто, по крайней мере, в Казахстане так сильно не... Нет, говорили, бой был заранее объявлен. Да? Нет, имеется в виду, у нас в местных пабликах особо не разгоняли. Может, не верили как-то в Николая, я не Да. знаю уже. Но красавчик парень. Я лично его знаю, очень достойный пацан, молодец. Я считаю, что даже при таком раскладе он многое сделал для себя, попытался, попробовал. И в силу того, что 35 лет возраст, и в силу того, что вообще с самой базы он как бы ударник и, может быть, не сильно верил там в борьбу, Мгм. а ты говоришь, что он вышел там не сильным ударником. Ну, в Америке такой стиль, такое поведение, что и даже там вообще никто никогда не боролся, он всегда там умеет вставать, умеет там проходить. Это базовые приемы сегодня, да, там ММАшников в любом случае. Ну, кстати, Николай по бою вообще вставать не пытался, как пытался гильотину взять, но чуть не получилось, еще одной рукой пытался тушить. Ну, короче, чуть странно, конечно, с борьбой прям есть серьезные проблемы. Ну, как ударник он действительно, да, довольно сильный. Но от одной ударки сегодня в ММА вообще не хватит никому. Кем бы ты ни был Кстати, хорошим ударником. классную мысль ты. Наверное, такого не будет. Почему? Потому что возвращаться с Америки будет или не будет, во-первых. Во-вторых, ну, в силу какого-то Мгм. определенного там, да, возраста в ММА, 35 лет. Но если он там придет и захочет подраться в казахстанских лигах, вообще, я бы с удовольствием там пообщался с ним. Может, кулачка какая-то в Америке тоже, он все равно вот ударник. Может, карате-комбат. Ну, точно что-то надо, что исключает борьбу, потому что не получается пока что. Бернакл. Ну, вот я и говорю, да, то есть в целом варианты какие-то есть. И сейчас лиги любят подписывать к себе экс-UFC-шников американские. Там DBX есть, Dirty Boxing, в целом тоже такая, ну, интересная, может быть, для него направление, где нету именно борьбы с контролем.
Я думаю, достаточно про Да, Николая. так Давай. тоже если подумать, сколько, не знаю, за историю Казахстана около 10 бойцов UFC было всего, и он Он один из занял, них. да, одну из них. Да, в любом случае. Красавчик. Поздравляем. Николай, не расстраивайся. Я думаю, все еще что-то, в итоге какое-то место в этой сфере в любом случае он займет. Мгм. Окей, тогда можно двигаться дальше. В целом, я не знаю, вы смотрели главный карт, да? Да, Там были не, интересные бои еще, на да самом деле, нам, хороший да карт. нам на Окей. самом деле, я смотрел главный карт, но в целом, наверное, обсуждать что-то там не касаемо действительно нас, да, Мгм. постсоветского пространства, смысла такого большого я не вижу. Я думаю, нужно Прохаску в Мгм. любом случае обсудить. Почему? Потому что, возможно, Прохаска с Анкалаевым подерется. Возможно, да? Не исключено. Мгм. Ну окей, да, давай. А еще был Абус Магомедов, кстати, тоже, если про постсоветское пространство говорить. Вот он потерпел поражение. Вот не знаю. Ну ладно. совершенно. Задушили, да, его во втором раунде? Да. Вот. Ладно, окей, давайте тогда про Иржи Прохаску. Дрался он с Халилом Раунтри, экс тоже претендентом на титул. И, собственно, сам Прохаска тоже был претендентом на титул чемпиона UFC. Как вам выступление? Вика, как Вот, вам не, выступление? Прохаску я не смотрел. Ты не Я смотрел? смотрел только два последних окей. боя. Я Виктория. смотрела Прохаску. Самый кровавый бой этого турнира. Вообще Да? мне понравился. Во-первых, у меня сразу были вопросы. Прохаска как герой, персонаж. Для меня, как для медийщика, я считаю, это вообще, находка. Во-первых, все началось мой интерес, не то, что интерес, были вопросы, почему он вышел на стардаун в трусах. Миша, что происходило? Так можно Все, что было? касается трусов, это Миша. да? Ну да, кстати, почему? Потому что я вообще... Миша, Не, почему может, он есть вышел в какие-то трусах? правила, Миша, это было очень сообщи нам, странно. Я пожалуйста. даже врать не буду, я этого не заметил. Вот у кого фиксация на трусах, это Нет, Виктория. это было Мне даже странно. ответ не найти, потому что я что-то об Окей, этом не теперь подумал. по бою. Не, может Не, быть, что-то подожди, японское. что за трусы? Потом он одел Просто шорты? обычные А трусы. потом одел он шорты? Ну, нет, они просто в стардаун Блин, проводили честно, в я вот трусах. это даже... Стердаун. Я думал, он на бой Стардаун. вышел в А. Нет, трусах. нет, У меня стардаун. была же история старая, когда можно было еще в кастомных шортах в UFC выходить, не было формы Venom, вот, и не было формы Рибок тогда еще, и можно было выходить в любых, Да. короче, и там один из бойцов выходил типа в стрингах таких. Ну вот, может, у него И, тоже короче, какая-то... Дан Уайт, мечтал, чтобы его вырубили, чтобы его уволить. И его вырубили, он уволил его, и, короче, потом был счастлив, потому что он говорит, чтобы кто-то в UFC больше в стрингах не уходили. Ну, он не в стрингах. Ну, ладно, сам Не, бой ну, на я стардаун все посмотрела выходят в прям трусах. от начала до конца. Блин, мне нравится, как он дерется. Я не профессионал, я не могу сказать, но это интересно смотреть. Ты решил посмотреть? Он смотрит фотки в Я трусах. Иржи решил Прохаски. посмотреть, потому Первый и второй что... раунд, я так понимаю, Шорты, он боксерские проиграл. шорты? Обычные вообще не боксеры, видно. вот. Да, Не видно. трусы. Ну, нормально, что. Только реально, знаешь, весь мир ММА смотрит, типа, на бои, Вик такая, он в трусах. Помните, в прошлый раз тоже боец был, который Версачи тоже, Вика что-то говорил про что Ну, он я вот- должна какую-то вносить вообще Вклад, да, в разговор. Да. Правильно. женскую, так сказать, энергетику. Так вот. Сейчас этот бой многие, наверное, в Казахстане Пересмотрят. посмотрят, да, из-за Не трусов. бой, только взвешивание. Ну, в смысле, про Ну, он стардаун. прикольно дерется, классный. Он персонаж, он яркий, он запоминается. Вот что я могу сказать про бой. А Халила Раунтри жалко. Ну, он все время с таким сосредоточенным лицом. Кажется, он был так сфокусирован, но не получилось. Мне показалось, или после боя Анкалаева с Перейро он плакал, да, стоял? Ну, он, Да. он как бы там не то, что прям Это от плак, счастья да. или от Не, горя? он типа Типа, офигевание. поединок крутой Да. был, да? Я вот не знаю, как у Халила мощи не хватило Иржи нокаутировать. Я вот не знаю. Столько хороших чистых попаданий было от Раунтри во время боя. И насколько Иржи Прохаска уже там, челюсть у него очень пробитая. Ну, кстати, не прям, чтобы столько, там прям столько не было. В целом все Но либо были- в защите. Вот- Сколько, ладно? Ну, блин, Немного до было. 10 точно он попал. Ну, Да? не прям чистых. То есть, не, они постоянно двигались. Просто то есть. смотри, он попадал в первом раунде, он был сам свежий, попадал сильно больно, и как он даже не пошатнулся, Иржи. Вот меня вот это больше всего И удивило. когда Хотя, он нокаутировал, Раунтри прям лежал, мне кажется, он даже, у него какое-то дыхание, да, сбилось, он прям сильно пострадал. ну мне там кажется. Иржи в конце темпу задал, Да. конечно. И вот эти локти. Как он в конце еще, вот там в конце Халил еще локоть прям в висок попал, все равно устоял. Мгм. Как бы было видно, что Ну, пошатнулся. скорее всего, мощи, наверное, такой не хватало, чтобы уронить. И, знаешь, все-таки, наверное, мотивация Прохаски, она сегодня там темповать, выигрывать поединки и показывать именно такие бои конкурентные, чтобы была кость-кость. И он же бонус, да, вроде получил? Этим, ну, раз Он вы 2 говорите, бонуса получил даже. что это самый кровавый поединок этого вечера, не говоря о этом Ну вот, кстати, Амирабе. вот что не думаю, что он сейчас титульник получит.
третий раз драться с... Да не, может быть, он и получит. Просто Перейре, наверное, сейчас скажут, типа, дерись либо с Чимаевым, либо Мгм. дерись с чемпионом в Как тяжелом понять весе. с Как бы. Чимаевым? Ну, Чимаев хочет Чимаев его подняться в вызвал. 93, он его вызвал. Ничего себе. Вот. Опять? Почему? Нет, он Не, он поднимался с поднялся с 77 77 на 84. 84, Ну, теперь просто для А, поднялся. Чимаева Перейра вроде как удобный. Вот, что он Ничего себе. пропускает проходы. Поэтому не знаю. Может быть, разыграет какой-нибудь временный титул в полутяжелом весе. Потому что в целом им очень нравится Прохаска UFC, ну и как бы и это Мгм. оправдано. Потому что действительно у него не было скучных боев в UFC еще. У него образ прикольный, вообще он Мгм. классно очень дерется. Я все Чисто за время нокаутом идет. вспоминаю Перейра с Прохаской, когда этот дуэль взглядов была Да, в офигенно. октагоне на представлении. Прям это на это зацикли Мгм. внимание, и это очень долго так длилось. В этот раз Минуту, тоже с наверное, да. Анкалаем так сделали. Они уже поняли, что Перейру классно смотреть, Мгм. когда очень близко лицо, потому что он как такой смотрит, как маньяк Каменный, тоже. да. Да, каменное лицо его. Мгм. Да. Вот. Ну да, не зря, конечно, деньги платят Прохаске. Вот таких бойцов бы побольше, на самом деле. Вот из-за таких боев ММА любят. Когда Мгм. Конечно. просто там кровь на встречных курсах, и же Прохаска еще У всякую, них вообще борьбы всякую не было, да? всячину Все делает. 3 раунда они прям в стойке провели. Ну, Да. они оба ударника, да. Один тается, второй каратист тается. Хотя в 3 раундах могли бы побороться чуть, да? Ну, а Хотя они как-то... смысла нет, да? Да, да и слава богу, что не поборолись. Реально, прям он и бонус вечера, забой вечера, и перформанс, типа выступление вечера. 2 Интересно, а вот бонуса когда получил. бонусы выдают, Халилу Раунтру что-нибудь достанется? Забой дают им Мгм. двоим, а ему Нет, еще за выступление. То есть, да, забой вечера, да. Мираб, тигр, да? ну да, Он, красава. В этот он раз и получается, ударка была. 3 раза за год защитил титул, да? Да. Вообще машина. Активный, да, очень? Еще хочет в Молодец. декабре. С Петром Яном, да, хочет Ну, это реванш. будет вообще, Представляете? мне кажется, громкий бой, да? Да нет, кстати, Ну, я не для скажу, что это будет постсоветского громко. пространства. Ну, для постсоветского, да, так, ну, Ну, мне бой. кажется, для в целом мирового ММА это будет 4-й бой Да. защищать 4-й раз в год. Это будет круто. Ну, то есть от кого бы Мирабу Был не такой, защитил, был такой в истории? 4 раза, по-моему, нет, 3 было точно, Да. 4 не помню. Мне кажется, он 4 сделает. И Дана Уайт, я заметил, он его сказал, что он лучший боец этого дивизиона за всю историю. Ну, сегодня, да, наверное. Да. Интересно, а вот завтра выйдут рейтинги. Мираба на вторую поставят? Может быть, его и на На- первую на поставят. Может, и на Первую? первую, да? Я думаю, что точно, да, сейчас будут двигаться. А, ты про общий рейтинг? Да, да, Обновленный паунд-for-паунд. паунд. Да. Ну да, по-любому. Не знаю, кстати, кого выше Просто Тапури поставят. сейчас первый, Ислам второй, и Я думаю, Мираб сейчас их третий. поставят Перейру и Мираба, может быть, выше, чем Тапури и Махачев. Думаешь? Да, как бы Ну, мне имеет, кажется, что имеет Завтра, смысл. да? Завтра же завтра рейтинг? Мгм. обновление будет. Ну, так что, друзья, вы, во-первых, сегодня напишите в комментариях, кого вы по праву считаете там лучшим в рейтинге. Я все время выговорить не могу. Pound for Pound for pound. pound. Pound for pound. Кого вы считаете? И предположительно, как вообще будет оценен рейтинг во вторник, мы сверим с вашими комментариями, поймем. Мне нравится в Мирабе, что он все делает на 100%. Он Мы такой вот... знаем, что тебе нравится кавказский мужчина. Давай продолжай. А он Он на выходил на стендап взвешивание? не успел. Он... Вот вы смотрели, как он отмечает свою победу? Где-то в клубе зажигает. То есть он и дерется на 100%. Я еще смотрела недавно видео, как его в какую-то комнату страха завели, и он так реагирует, Активный, да, как очень. ребенок. Такой у него эмоции все на лице, он какой-то вот такая Простой, жизнь в простой, нем да, такой простой, бурлит. достаточно Да, активный. классный А это парень. на Амстердаме в итоге в чем он был? Вот на него я- нормально все было. А я все время хотел спросить про историю. Вот он поехал в Грузию, помнишь? Вот с Мгм. этой С Ниной Нина Драмой. Ниной Драмой, да? И он там прыгал в воду, везде у него там, ну, как бы рекламная интеграция. Молодец, активный очень. И в конце он Нину Драму привел то ли домой, то ли что. И они типа начали одевать ей платок. Она заплакала. Это что Мгм. было вообще такое? Просто как она замужем вообще, если что. За оператором, да, по-моему? Да. Ну, Все начали обсуждать, что... я, прикинь, подумал, они встречались, ну, типа вот такого, да? Не-не, Не, она не. Нет? замужем. У Но нее... она прям плакала, в слезах была. Ну, Прохаска тоже плакал. Прикольно. Ну вот, кстати, когда бой объявили Кори против Мираба, реально за Кори я был лично доволен, что типа вот наконец-то он до титула дойдет, но вот реально за счет чего Кори мог бы выиграть, вообще не видел Мираба, потому что такого нокаутирующего удара нет. Ударка крутая, но Мираб это все нивелировал бы борьбой. И вот реально, Интересно, какой коэффициент был на Коре? Ну, высокий. Там Какой вообще- рейтинге в Коре стоит? Стоял, по крайней мере. Если не ошибаюсь, он 5-м был, по-моему. Короче, не с кем драться, да, сейчас Мирабу, да? Ну, вот есть Там Ян, Петр наверное. Ян, Не, он есть... же всех выиграл.
Ну, выиграл, да, но... Ну, Ну, сейчас, имеется в если виду, Умар сейчас выиграет, я имею в виду, я про то, что, типа, если, допустим, брать вот человека нового и сильного, нету такого, да? То Ну, есть вот с кем он не есть дрался? соперник Умара Нурмагомедова, бразилец хороший, он идет на серии, по-моему, из 5 или 6 побед в UFC. который Пачмикс выиграл. Да, да. И вот если он выиграет, то, может быть, его поставят. А так, да, кроме... А если со Стерлингом? Не, Стерлинг Не, же они- перешел на весовой выше. А, И И они Стерлинг не будут его, драться друг с другом, его они же близко. однокомандники. И Стерлинг еще на Вот оно в поражениях чем сейчас. дело. Он, Не, а вот он с ним не Ну, дрался вообще, да? Нет. не, Не, они просто же вместе тренят. я смотрел подкаст Камиля Гаджиева, не подкаст, а итоги недели, и меня натолкнул на одну мысль, что типа вот именно с Мирабом нужен человек, который его там 3 раунда запрессует именно в борьбе, прям даст ему окислиться. И, кстати, вот он упомянул Стерлинга и Сихуда, кажется, упомянул. Ну, Сихуда на Они пенсии. дрались уже же? С Да. Сихудой? По-моему, да. Сихуд же проиграл Мирабу. Да, кажется, Вот, да. кажется, первое поражение его было, да, или второе? По-моему, да. Да. Что он заборол, да, Ну, олимпийского Мираб, чемпиона. если выше поднимется, то там и Мавсар его... А он не хочет Нет, подниматься. знаешь, что он- круто? Мы сидим и обсуждаем, кто может выиграть Мираба. Да. Да, мы радуемся за него, но на самом деле есть такие ребята, которых реально, наверное, мало кто может выиграть. Не, Мираба победит только время, мне кажется. Только время. Хорошая цитата. Вот ты хорошо сказал. Да. Хорошо Только сказал. смерть. Ну, А потому что вы думаете, если с Яном? Там тоже у него шансов Мне меньше кажется, в гораздо? первом бою все равно Ян не бил руками, и потом рассказал, что у него была рука сломана или что-то такое. Но он реально не бил никак в этом бою руками, хотя во всех боях типа руками бьет. Мне кажется, что если будет Ян здоровый, то совсем по-другому бой сложится. Но очевидно сейчас, что Мираб будет фаворитом в этом бою. Ну, просто Ян уже свою пиковую кондицию он прошел. Это не знаю. Последние бои у него класс. Сон Юдонга он разобрал. Ну, не знаю, вот я лично вижу, что у Петра сейчас такая определенная стагнация идет в навыках, во всем. То есть нет такого, что он По там... какому бою? Теперь ты Петра Это Яна не любишь, Нет, да? я вот, если честно, если этот бой будет, Но я буду Он за Сон Петра. Юдонга, например, разобрал молодого, прям активного бойца, сильного, мощного. Ну, Разобрал и его. делал то, что он делал всегда. Ну, какая разница, он победил уверенно. Ну, не знаю. Петр, наверное, один из достойнейших соперников. Почему? Ну, не только там в плане профессионального уровня, да, но еще и с точки зрения медики. Это такой активный тоже, такой веселый, прикольный парень. И как бы вот не увидишь в Петра таким, да, каким-то застенчивым или там назад пятишься. Он все время дерется, все время там отвечает. И в этом плане вот для Мираба, наверное, нужен такой соперник, который не будет отступать, а идти вперед и драться. То есть кость в кость. Ну, по-честному, да. Уже просто и действительно Мгм. чуть предел уже для него дивизион, потому что всех из топ-5, по-моему, он побеждал уже. Орел непобедимости, да? Вот. уже. Причем довольно уверенно. Ну, мне тоже кажется, что единственный, с кем вот вопросы пока есть, это с Петром. Хотя Умар тоже хорошо с ним смотрелся, но Умар Ну, сейчас Умар боль. тоже руку поломал. В Ну, таком- он поломал ее в бою, Да. а Петр до боя, то есть, поэтому все равно разница есть. Амстердам не поломал. Просто как бы он поломал в бою, но он же первые 2 раунда выиграл. И как бы если он поломал во втором или там в третьем раунде, это, возможно, сказалось Не, ну, на типа, результате. Мне кажется, что травмы во время боя — это результат боя. Не, согласен. А Ну, когда типа, не, он прав, ты на бой выходишь со сломанной рукой. Не, ладно, не в этом дело. Умар по сравнению с Петром, мне кажется, что Петр смотрелся лучше. ну, не знаю, там у одного был 3-раундовый бой у Петра, а у Не, Умара... Петр плохо смотрелся в бою с Мирабом, реально. Просто он рукой не бил. Я вот про это говорю. Мне интересно, может быть, он не бил, потому что не мог. Я не знаю, вдруг окажется, что и во втором бою так будет. Но у меня какая-то недосказанность осталась, а с Умаром... А вот Кори интересно было посмотреть сейчас с Омели. Типа ты хочешь сказать, что он с Умаром задоминировал? Ну, нет, 3 раунда он выиграл его. Просто я к тому, что Умару дали чуть-чуть Рано? рановато бой, потому что он тогда был на какой? На 11-й же, да, строчке, Мгм. по-моему, или на 10-й, и ему дали бой с Мирабом. Вот сейчас он пройдет Баутиста, или как я забыл, Бразила за фамилию. Батиста? Нет, Баутиста. Баутиста вроде, да. Я уже не помню фамилию. Вот если он Бразила пройдет, Бразил очень хороший. Тогда он уже заслужит опять бой с Ну и Мирабом. сам будет готов, да? Вот. Потому Ну, что реально посмотрим. бой Ну такой. тогда в декабре они точно не успеют. Только Не, в декабре точно Ян. Ну, как бы, возможно, в декабре, но если это да, будет, то то есть это будет у Ян. Умара уже бой назначен, так что да, Умар к этому сроку не выйдет. Да, Марио Баутиста. Окей. Ну вот, я говорю, а Кори в силу своего стиля, вот его будет интересно с Омели посмотреть. 2 ударника, там бой может быть таким. Тертушки. Не знаю, вот туда-сюда. такие бои, как
Кори, там, Омели, даже обсуждать не хочется. Мне кажется, ничего такого интересного не будет там. Сейчас есть еще в целом Александр Тапурия, и он как раз будет драться с Бигзатом Бигзатом Маханом. Алмаханом. И в целом я думаю, что Бигзат понравился очень UFC в прошлый раз, когда Мгм. Нокаутировал. нокаутировать соперника своего. А Алекс Тапурия, человек, обладающий фамилией Тапурия, Мгм. там, главного сейчас, одного из главных активов UFC, и в целом, может быть, их как-то тоже Еще вот одна победители династия, да. подведут. Потому что, да, как-то вот молодой крови особо нету, кроме, по сути, Умара. И Умара тоже уже прям супер молодым бойцом не назовешь. Поэтому надо как-то обновлять, конечно, дивизион. Ну что, перейдем Как к жалко главному поединку, Анкалаева. который главным 1 минута 30 секунд. Ну, Полторы около минуты. того, Да. да. Главным 1,5 минуты этих выходных Алекс Перейра, Магомед Анкалаев. Крутой поединок. С первой секунды боя Перейра доминировал, прям вышел такой вперед, такую наглость показал, да? Ну, Анкалаев один раз попал хорошо тоже, ну, навстречу. Да. Он смог отразить, но потом уже, да, давлением как не И справился. видели после боя, Перейра был с гипсом, оказывается, ногу сломал. Да. Блин, если бы пережил, там... Этот Лауда, там 3 или 4 внутренних Лау было. Мгм. Да, и вот если бы, мне кажется, Анкалаев пережил Ну, бы... слушай, от этих как раз лоу-киков Анкалаев и стойку поменял тоже. Он же работает всегда в левше, Мгм. он ему несколько раз попал, и Анкалаев встал в правшу, и с правши он как раз он попал с правой. А, То есть это как в две стороны Да-да-да-да-да. сработало. Может быть, у Анкалаева тоже какая-нибудь травма ноги там была. Да. Очень жалко. Слушайте, а как это возможно? Я прочитала, что Перейра после взвешивания вот за эту ночь набрал там чуть ли не 13 килограмм. Да многие 12,7. Это набирают. вообще обычная история? Ну, или 10 это- многие набирают. как-нибудь на Капец. корпоративе я тебе покажу. Ты же много сбрасываешь очень вес, потом ты с капельницами восстанавливаешь жидкостью. Там интереснее другой вопрос, как он в свое время 84 весил, Да, а да, сейчас да. он весит больше Он 100. огромный какой-то Наши вообще. пацаны там после стардауна там по 10 килограмм восстанавливаются. Есть такие примеры. По-моему, был Брок Леснер, он был чемпионом по набору веса, он, по-моему, 16 килограмм набрал после типа взвешивания за день. Вика, а вы заметили, что у Перейры были другие кастомные шорты? Да, я заметила, кстати. Чего Да. не говорите? Говорите. Про шорты это сегодня вы. Ну, Перейра вообще, с точки зрения вот всей стилистической, он, конечно, яркий персонаж, но я хотела с вами обсудить, знаете что? Медийный образ Магомеда Анкалаева и как он себя вел или не он все-таки эти твиты пишет, я верну тебя на шиномонтажку и так далее. Знаете, я вот думаю о том, что если это делает не он, после такого поражения появились уже мемы, как он лежит там Да, да. с шиной. Мне кажется, ему так тяжело сейчас морально. Ну, если не ты управляешь, Да. что там Да тяжело? мне кажется, тебе тяжело, если тебя в нокаут отправили в чемпионском бою и забрали. Да, результат, а однозначно. то твиты Всё какие-то, же. Еще в конечно. первом раунде, в самом начале боя. Не, Вот конечно, это усугубляет все, просто не смотреть можно это, но в целом я сегодня вот буквально перед выходом сюда Айдара Махмедова пост увидел, и он говорит, что типа, ну, пишет так, что Перейра подколол типа Анкалаева, там с покрышкой лежит, Да, как раз да. я вот тогда увидел, Мгм. и говорит, знаешь что, скорее всего, говорит, посты за него писал Абдалязиз. Ну, это Абдельазиз это и говорит, Да. ну, он не И скрывает. он говорит, вот что бывает, когда за тебя пишут посты. Кто-то, а на бой выходить Мгм. тебе, говорит, ну, блин, Мгм. Не, а с другой прикольно. стороны, Ну вот смотрите, в чем секрет? Что бы Американская изменилось публика бы? так же его и не полюбила, Анкалаева. Хоть это пытались в Твиттере раскачать вот это да не, его они же не из-за медий. Ну Твиттера. почему его так не Мне кажется, тут любят? была больше любовь к Да, Чами, конечно, Перейру любят. чем не любовь к Анкалаеву. Ему Да. свистели и на Стардауне, и потом свистели. Ну Но блин, это было и как-то в первом обидно бою прям. то же самое. В первом бою точно так же было. Просто любят Перейру, потому что он такой местный Нет. герой. Шама, он такой очень активный. Куда он только... Вот помните, вспомните этот поединок, что обсуждали? Он где только не был тогда перед боями. Он ходил куда-то В там, Японию участвовал он в поехал чем-то, тоже, да, там, да, и на все шоу. во всех этих мероприятиях, там, в каких-то форумах, во всех этих активностях. И он прибавил популярность. Ну, Семейные реально драмы, его у них побудили. куча тоже видосов. Это и прикольно, то, Мгм. что Мираб, что, кстати, я вот тоже удивлялся. Мираб на сегодняшний день, мне кажется, уже прям очень обеспеченный человек. Но каждый раз, как проходят какие-то турниры, например, вот в Китае был UFC, Мгм. UFC предлагает своим типа ну, бойцам уже из топа ездить на мероприятия на эти в качестве VIP-гостя. Там платят не очень большую сумму тебе за это. Там, по-моему, 5-10 тысяч долларов тебе платят. Ну, нормальную сумму, просто за Мгм. то, что ты приезжаешь, делаешь автограф-сессию, сессию ответов-вопросов и просто общаешься с фанатами UFC. Мгм. То есть Мира просто от И этого Мираб сам ездит кайфует, на ему каждый, вот деньги не практически нужны. на каждый. Мираб? Он очень часто ездит, да. То есть, хотя он не дерется там, он постоянно приезжает на Q&A, типа, ему нравится. И Да. везде у него, Тусовка.
И получается, везде у него все больше зрителей, потому что все приходят, там подписывают там автографы. А там Анкалаев, по-моему, никогда не, может быть, один раз там в Абу-Даби ездил, просто он никогда не Ну, говорят, ездит. он и на интервью, да, отказывается давать вот такие журналистам. Не знаю. Я вчера объявил по поводу этого же, то, что мы будем вопрос. снимать на СД подкаст, меня давно здесь не было в целом. Но я хотел, чтобы, ну, может, через меня там, Вопросики? да. И достаточно такие неплохое количество комментариев написали, 50 ровно. И я, знаешь, наверное, периодически, может быть, если это по этой теме, буду их озвучивать. Почему? Мгм. Потому что, ну, чтобы не оставлять на долгий ящик, а потом не сидеть и не вспоминать, что мы говорили. Мгм. И Сейчас. Анкалаев тебе давал интервью? Ну, было, да, парочку. Нет, имеется в виду, будучи, когда он стал чемпионом. А я, по-моему, и не просил. в тяжах, говорит, единственный, кто может вырубить Тома Аспинала, это Дерек Льюис. Что думаете? Вот, Миша, наверное, это больше вопрос к тебе. Почему? Потому что ты активно Да, следишь за этим всем. Да нет, конечно. Нет? Нет. Ну, какой-то аргумент в пользу. Да не знаю, просто мне Пользу кажется... Том своего- Аспинал тупо быстрее Да, и Том Аспинал бороться и умеет. моложе. Этот вопрос задал Бахытов, точка номер 28. Ты услышал ответ целом- двух экспертов в этой области. Вика, будешь присоединяться? М-м. В тяжелом весе много Про шорты в что-нибудь. тяжелом весе много нокаутеров. Он же, кстати, Дерек Льюис всегда шорты снимает. И А, как да? раз- Я вот его не знаю. Не Надо знаешь? обратить внимание. А знаменитую фразу «My ball is hot». О, боже. Викочка, вы Это я уж должны- такое не люблю. Вы должны это знать. Миша, Короче, ага. много нокаутеров же в тяжелом Да? весе. Ну да. Мы закончили про UFC и про этот титульный бой или еще дальше? Мы будет можем что-то? сказать, что дальше ждет Алекса Перейру. Не, ну ладно, мы же не Ванга, чтобы знать, что дальше. Просто- Просто видишь, я о чем хотел еще поговорить. Миша же был, у нас много тем на самом Мгм. деле. Миша был на ПФЛ, и нам нужно оставить время. Но я видел его какие-то комментарии, он там писал, что ему что-то не понравилось. Да, Я да. хочу послушать вообще, Просто там почему. такой момент, что Алекс Перейра хотел вызвать Джон Джонса, но из-за того, что у Джон Джонса умер брат, он просто высказался, давайте Минуту сделаем молчания попросил. минуту молчания. Но по сути, мы помните, как-то обсуждали, что в Белом доме нужен бой американца. Вот Алекс Перейра против Джон Джонса в Мы тяжелом... настаивали на об этом. Да. Мгм. А я говорил, что одни титульные поединки. Так вот, Джон Джонс против Алекса Перейра в Белом доме, вот это будет прям пушка в тяжелом весе. Прикольно. Да. Я все равно до конца, конечно, не верю, что он будет. Но уже точно он будет, походу, но не знаю. Мне Сам просто это турнир кажется не веришь? таким видели странным, да. этот твит Конора Макгрегора? Он говорит, я договариваюсь, говорит, о своем бое в Белом доме, с Белым домом, говорит, а не с UFC. Говорит. Он еще сказал, мне должны дать $100 миллионов и 100 золотых виз. Да, Теперь же в Америку можно вот эту золотую визу получить. А, да? Если ты, да, вносишь бюджет сколько-то там миллионов долларов, то тебе дают золотую визу, ты можешь гражданство получить. Блин, вот где не ходит, там везде, короче, у него пиар, да? Вот он как пиарит эту золотую визу, да? Молодец, красавчик. Если Конор Макгрегор захотел ее, скорее всего, многие ее тоже захотят. Знаешь, Осталось вот только давай, найти миллионы долларов. да, начиная про ПФЛ, я хотел бы вот, задать тебе вопрос. Адлеев 87-21-07. Вообще, зачем такие имена ставить, да? Ну, сложные, да? Цифры. Не в обиду, ну просто... Может, это какая-то его дата рождения. не Много цифр, непонятно. Да, ну, в принципе, да. 87-21-07, может быть. Ассаламу алейкум, нұрге, уалейкум ассалам. Саламат ПФЛ-мен келісімшартқа отырды. Сіздің бойынша ПФЛ-ді өзін күшті көрсетеді, сосын UFC-ге өте ала ма? То есть, ну, задают вопрос Я про понял, Саламат Избулаев, да. Саламата Избулаева, который подписался в ПФЛ. Сможет ли он там проявить себя и дальше перейти в UFC? Мгм. Ну, про дальше перейти в UFC, это ну, довольно сложно с PFL в UFC перейти, потому что у PFL довольно жесткие контракты. Вот, поэтому это не факт. А по поводу PFL, в целом, там сейчас, ну, интересная тоже движуха в легком весе. Я просто всем понял, Саламат, ну, он все время выступал в легком весе вообще, но он мне говорил, когда подпишется, я просто еще не общался с ним, не успел, Полулегкий, что да? когда он подпишется, да, в американскую лигу, то будет 66, да, будет? полулегкий, типа, гонять. Он мне говорил, да, а вот в какой вес он подписался, я не совсем Мгм. знаю. Вот. Но если легкий вес, то, конечно, там прям интересно сейчас. Там много прям и звездных, и крутых бойцов. Там и Усман Нурмагомедов, который как раз вот защитил свой титул чемпиона лиги PFL. И, в принципе, такая... И молодые есть хорошие легковесы, и есть уже заслуженные тоже такие серьезные легковесы. Так что в легком весе прям интересно будет. В 66 тоже есть много там сильных ребят. Вот. Ну, хорошее в целом подписание, потому что, наверное, да, в UFC сегодня сложно попасть. Саламат непобежденный, 10-0 у него рекорд. Так что, мне кажется, украсит он PFL.
Главное просто сразу тоже по танке, чтобы не Ну и кидали. реально для его роста, для Саламата роста это очень хорошее подписание, потому что он здесь дрался там с посредственной оппозицией, когда он их там, не знаю, на 2-3 головы выше, и как бы у бойца роста нет, а все ждут, короче, когда Саламат Избулаев там покорит Америку. Поэтому PFL, мне кажется, для него хороший вариант, если в UFC не получилось. Ну, честно сказать, не смотрел ни один поединок Саламата Избулаева. Видел отрывки, где-то пролистывал, где-то нокауты видел, да? Да, но у него, по-моему, все С досрочки вообще. с хайкика, да. Да, он с вертушки вырубает Ну, людей, да. Хороший боец, он же желаем ему по всего Союзу самого выступал хорошего. много. По UFC мы как бы судьбу не знаем, но при этом, при всем, если там получится дальше стать какой-то суперзвездой, UFC, скорее всего, им заинтересуется. Мгм. А если нет, ну зачем он тогда будет UFC? Просто как в виде рядового бойца, скорее всего. Я, ну, кстати, успел тоже пообщаться. Я с командой ездил, и у меня мой биолограф был, и он привез с собой 20 шоколадок Казахстан, всем дарил их. Мгм. И Казах? С Казахстана, то есть? да-да-да, с Казахстана оператор. Это... Арсен. Мгм. Ты не знаешь, кто это? Не, ну я подумал, А, ты что... Нурик подумал? Да, Нурик да, да. оператор, а мой биологов у нас Арсен был. У нас был 3 человека У них вообще. там Мгм. в свои, операции. короче, дискуссии. Да. Мгм. И, короче, всем дарил шоколадки, и там девушка была, ему ладно, не буду говорить. Окей. Давай, Ладно, суть в давай, том, это что самое интересное. увидел девушку симпатичную и решил ей, ну, работницу Все 10 PFL. отдать, да? Нет, решил ей подарить шоколадку. Дарит ей шоколадку, а мне говорит, подержи, я пока ей пойду подарю. Я говорю, хорошо, я держу в руке. Он идет дарить ей, и на меня смотрит, ну, чувствую, что на меня кто-то смотрит, и так, ну, как бы вопрошающе, типа, дай шоколадку. Я поворачиваюсь, а это он вообще, у них типа как и ринг-анонсер, и такой помощник, короче, ПФЛ. главы в PFL, да. Да. Я такой думаю, блин, он смотрит, ну, я как обнимаю шоколадку, я такой думаю, ладно, Арсен, наверное, не обидится. Ну, короче, говорю, вот, типа, держи тоже тебе шоколадку. Потому что он прям такой, типа, ой, он говорит, я так люблю, Так типа, слюна текла, да. нет, ну так примерно и было. Он говорит, Не, вот так вот, да. и он говорит, я так люблю, типа, шоколад Казахстан. Реальная история. М. И он уже был в Казахстане, они как-то с PFL, я не понял, зачем. Он мне объяснял, просто мы на английском говорили, не мой самый там сильный конек, вот, как вы знаете. Но в целом поговорили с ним про Казахстан. Он в Казахстане уже был, ездил, кого-то с ним, что-то, говорит, снимать или что-то ездил, или на какие-то переговоры, я вот не понял. Говорит, как раз был в Алматы, и там вот шоколадки тоже его детям понравилось, и вот выпросил, короче, у меня шоколадку, ему подарил, говорит, тоже мы приедем, наверное, сломаться снимать. М. Классно. Прикольно. Классно, что наш бренд тоже так, да, Молодцы. ценится. Казахстан. Казахстан, шоколадка везде. Да, я помню Даже еще... Джейло полюбила его. По-моему, вы давали, да, шоколад Перера? Перейре? Да, да. Вот недавно это, кстати, вот перед этим боем тоже местные паблики что-то раскидывали, когда Перейра выиграл. Он съел его. Ага. Он И выиграл съел потом. его. И Да, стал да. чемпионом. Не-не, он съел его, и ему понравилось. Причем он там же на месте, молодец, я ему подарил, он такой, еще в чем прикол, мы сидим, это такая, типа, медиазона, где все, ну, как всегда, как это получилось пройти, мы там на первом ряду сидим, и где-то на третий, на четвертый ряд так скромно, я даже не заметил, просил Перера. И что-то все там, ну, вижу взгляды повернуты, я поворачиваюсь, сзади меня Перера сидит, о, Калайсин, братишка, на шоколадку. А он говорит, Шама. Шама. Короче, этот Умару шоколад Арсен дал, еще 20, вот 20 шоколадок раздал там на турнире. Мгм. Молодец. Молодцы. Что думаешь про главное? Я рассказываю. Так сейчас, а вопросы же читаем, или Не, нет? я вопросы, знаешь, по теме стараюсь А. задавать. Если вот ты сейчас про ПФЛ говоришь, я хотел вокруг Окей, этого. да, могу, ты пока будешь искать. Да-да. Давай про... Я в теме, общайтесь. Про Магомеда Магомедова поговорим с Серхио Петтисом. с Серхио Петтисом. Да, блин, какой бой был. И вот, я не знаю, мне кажется, в ММА новый тренд — это локоть с разворота. Ну, я записывал интервью как раз с Серхио, и как раз про это сказал, что последний год спиннинг бэк элбоу, типа, частая история. Мгм. Вот, но он рассказал, что точил реально в зале этот удар. А так, да, конечно, это первый нокаут в карьере Магомеда за уже сколько, не знаю, лет 15 он выступает. Конечно, жесткая история, что впервые нокаутировали еще и так. Вот, это, конечно, очень красиво, но жалко немножко Магомеда. Там еще такой прям глухой, и еще вот это вот добивание, он так еще амплитудно, ё-моё. Еще я тоже про это видео делал. Кто-то, по-моему, из угла, по-моему, Хабиб кричал, типа, не спеши. И вот он бежит с этим коленом в прыжке и нарывается на это локоть, блин, Нет, капец. ну почему? Он на локоть не из-за этого, он спину забрал. Нет, ну Как он же с вариант. первого... Не, ему крикнули «не спеши». Он потом, в этот момент он что-то подвигался, прыгнул как его, с колена. В этот момент он повернулся, Петтис, он начинает Да, забирать да, он спину, забрал спину и уже. он в Да, этот да, да. момент бьет. Я к тому, что нельзя сказать, что это прям спешка была. Просто такой, наверное, не ждешь вообще. Блин, ну не знаю, мне показалось, что они вот только встали, мне показалось, что вот он именно поспешил. По теме ПФЛ, очень... Вы договорили? Да.
Не, мы вам потом можем двоим время дать. По теме ПФЛ хороший вопрос. Кстати, я тоже вот об этом думал. Первый бой Усмана и Пола, да, Пол Хьюз. был такой, какая гремела, да, там та сторона, скорее всего, наверное, больше за океаном. Говорили, что выиграл Пол. Мгм. Было такое? Ну, были такие, я не скажу, что так типа гремело, были те, кто действительно говорят, что выиграл Пол Хьюз, Ну, но и в писали, этом бою по то же крайней самое. мере. Теперь, да, этот поединок еще больше вопросов оставил. Ну, То есть честно говорят, скажу, что... вот мне как, ну, я правда смотрел там, может быть, стоит потом пересмотреть именно уже там с профессиональных камер, а не с, ну, не с места, да, потому что все равно там многое пропускаешь. Но мне показалось, что Усман выиграл в этот раз. То есть, если в первом бою еще было более-менее равно, но там просто были такие моменты, вот было 3 попадания в пах от Усмана, ему желтую карточку не дали. Наверное, может быть, и стоило, потому что и в первом бою было 3 попадания в пах, и во втором бою 3 попадания в пах. А Это от именно, Усмана, да? да, а вот Да. если Я без не них, смотрел поединок. то есть там, не знаю, 48-47, мне показалось, Усман выиграл. Усман выиграл, да? Может быть, если была бы желтая карточка, то был бы как раз равный счет. Этот вопрос задает Альтерего Карпе Диум. Карпе дием. Да, Карпе Дием. Лови момент по латыни. Да, по латыни. Прикольно. Знаешь, в чем прикол? Он пишет этот вопрос на казахском, но прям такую хорошую аналитику написал. И я, наверное, в любом случае его постараюсь вот в процессе нашего разговора. Он еще пишет такое, смотри. Хабибтың аурасыма жеңісті команда. Говорит, как думаете, типа, это аура Хабиба дает ему такую возможность? Ну, при этом мне такое Типа ощущение, как будто судим. намекает не только на этот поединок, но и другие, где Хабиб участвует. Вот в целом по этому поединку. Ну, ты-то уже свое мнение высказал, 48-47. Еще я могу добавить просто тоже забавный момент. Потом, когда PFL выложили записки судей, это был какой-то цирк, потому что там были записки судей, но в 3 записках каждый судья неправильно посчитал финальный балл. То есть это прям официальная была записка от судей, где вообще неправильно все Калькулятор посчитали. сломался. Ну, я не знаю, нет, то есть, типа, тебе надо сложить 5 цифр, и это не так сложно, наверное. Не знаю, короче, А он как так можно. Хабиб стоял, пишите быстрее, и там Ну, один может быть, балл короче, навалился. прям есть большие вопросы. Про организацию PFL могу тоже быстро рассказать. Да, вот давай, у тебя обида какая-то Изнутри, была? да. Да, Слушал долго твое аудио, не до конца, где тебе все не а можно на понравилось. X2 слушать. Да не то, что все. То есть, ну, вот Мы лучше вот так послушаем. Да. бои и уровень боев и уровень гонораров, главное, в PFL очень достойный. То есть там действительно платят на уровне UFC ребятам, и это как бы круто. Ну, все остальное очень плачевном состоянии сейчас. В организационном плане? Да, вообще все. То есть и там свет на турнире, и на самом деле, тоже не хотелось так говорить, чтобы кто-то воспользовался, но по сути мог любой зайти туда как журналист. Любой мог. То есть там не надо аккредитоваться даже. Охраны не было или что, не проверяют? Не, организация, короче. Там была что-то. ссылка типа «Заполните ссылку». И ты заполняешь ссылку, и написано «Вы аккредитованы». То есть никто не проверяет. А что ты не поехал, Дидар? Тебя Я же не точно, знал, что Да, такая это тема. на тебя месте. точно пустили На месте бы. узнаю. Просто я увидел там кучу, там Он мне просто ссылку не скинул, просто. кто-то эту ссылку Он скинул хотел, своим. он хотел, чтобы там больше места было. Да, да. Кто-то эту ссылку скинул своим корешам просто. И там И было. просто Да, и левый всё, да? придумал. Да, и вот это, ну, как-то ждешь это, ну, подобного, не знаю, И от ты такой каких-то. смотришь, мужик сидит, I am журналист. Да, вот Даже, это. да, у Найзы, типа, ну, мы проверяем там кого-то, правильно? Ну, когда кто-то хочет Вика аккредитоваться. проверяет. Да, то есть Какие шорты там, вот это левых всё. людей. Там фото, знаешь, лица и шорт. Стердаун, мне фотографии Вика Стердауна сама скиньте. сегодня в шортах, из-за этого про шорты много. Это мы покажем по платной подписке. Вот, Фанцы, да? вот это. Потом, например, была пресс-конференция, нас просто завели в комнату, и там не было микрофона, то есть, ну, и все стали так толкаться, короче, все выставлять свои эти, все камеры. То есть микрофона не было у людей. И вот это так странно уже, вроде, ну, это большой турнир, большие звезды, у них нету А микрофона. ты первый раз на PFL? На PFL первый раз, да. Может, потому что это они делали в Нет, Абу-Даби? нет, сказали, что да, всегда так. Всегда так? Да, ребят, кто Мгм. уже был. И вот во всех таких мелочах везде было вот очень плохо организовано, хотя у них тоже там много народу, там есть такой ответственный, такой ответственный. Вот, ну, и вайбы напомнило, конечно, такие СНГшные. Вот, и... Аккуратнее. То есть да. можно сказать, что мы на уровне PFL. Так да. Или Нет, так, PFL на уровне слушай, я нас. бы даже сказал, что в плане, вот, не в плане зарплаты, в плане, может быть, там матчмейкинга, но в плане организации, да, действительно, PFL очень, типа, ну, уступает. При том, что у них много денег, очевидно, и тоже как-то грустно. Не, ну знаешь, наверное, вот это сейчас... Они же сошлись, да, с этим? Беллатор. Вот, прикинь, даже название Не, они забыл. выкупили, типа. Да, выкупили, да, Bellator. И
где-то, наверное, что-то поменялось в организационном Это плане. не похоже. То есть, ну, мне кажется, у них всегда так было. Вот я говорю, Хотя систематизация процессов, она должна быть на высшем уровне у лиг, которые считают себя У них просто мировыми. Дарлина нет, да, Да, получается? Дарлина нету. да, при том, что деньги есть, да, купили бы, но, ну, вот это реально проблема. То есть даже, да, ну, Дарлин бы им точно помог, но даже без относительно Дарлина просто, конечно, вот, бывает такое, что какие-то люди просто свои какие-то места вот В целом, давай занимают. скажем, да, тебе бои понравились. Бои понравились, да. Свет я видел, да, кстати, по картинке видел, Он не что там. сильно, да, вот Не то, что не сильно, он был прям, я тоже удивлен, причем арена хорошая, новая. То есть, ну, как-то вот не подумали об этом они. А да. заполнена была арена? Да, кстати, арена была заполнена хорошо. Полностью? То есть люди покупали, Я да, думаю, билет? процентов 80 было. Потому что, ну, Нормально. Coca-Cola арена не маленькая, ну, и не сверхбольшая, но она такая. А примерно сколько тысяч? Мне кажется, не знаю. Ну, я не знаю, Это я в врать не Дубае, да, буду. было? Да, можно посмотреть сейчас, сколько. Вот какой-то Какого конфликт, я, честно сказать, не в контексте, С слышал, Рахмани? С Рахмани? слышал какую-то там, ну, Мгм. такое прям огорченное интервью, Бадаева. да, отрывок видел, Да, где да. он кого-то упрекает, что-то против Алибагова? какого-то. Да нет, Пуи Али Рахмани. Это история с Абделязиза. Пуи А, Рахмани, и они поссорились, там вообще тоже не успел чуть это все Давай, записать. давай, скажи, пожалуйста, изначально чей боец этот парень? Боец ACA, Мгм. Пуи Рахмани подписал контракт с ACA Young Eagles. Это типа лига, которая типа как у нас Жек-Пижек. Фарм-лига для старшей лиги ACA. Да. Пуи Рахмани это такой грэплер очень высокого уровня. Он вообще из Ирана сам, ну, в Иране у него какие-то там проблемы с законом, и он в Дубае живет. Ага. Подписался ACA Young Eagles, причем моего знакомого попросил, чтобы ему помогли в ACA подписаться, ему помогли. Мгм. 2 боя провел в Young Eagles, ему предложили контракт с ACA. Хорошие условия. Он сказал да, на 4 боя подписал контракт. Ага. Но он подписал контракт именно с лигой, но договаривался он с Майрбеком Сулбековичем Хасиевым, это бывший В свое время. президент Мгм. лиги ACA. Провел 2 боя там, причем 2 боя выиграл, хороших соперников Уже в ACA. в ACA. Да, то есть, получается, всего 4 боя провел. 2 Мгм. в Young Eagles и 2 в ACA. И потом у него осталось по контракту еще 2 боя. И он просто взял и типа в PFL ушел. И говорит, у меня нет контракта. А контракт как бы есть на А руках документ прям. же Да, есть? есть. Вот, он говорит, я подписывал с другим, типа, президентом лиги. Но он Какая подписывал с разница, лигой, а не с конечно. президентом. А, Какая разница? Да, у него именно контракт с ACA. И он говорит, я не буду драться больше в ACA. ACA говорят, в смысле, у нас Мгм. контракт есть. И в итоге PFL, типа, говорят, он нам сказал, что все в порядке с контрактом. И потом Асланбек Бадаев созвонился с Майком Коганом, это вице-президент PFL, он русскоговорящий, он с Грузии, дядька. С ним, короче, связались, и он говорит, вот контракт, типа, на руках. Ну, проблема в том, что ACA не могут в суд подать, потому что они под санкциями, ну, как Россия под санкциями, М. ACA под санкциями тоже. Но при этом, как бы, де юре, типа, они... ну, договорные обязательства Да, договорные присутствуют. обязательства есть. Потому что если там PFL как-то будет в России, то потом будут у них проблемы. Мгм. Вот. И Майк Коган такой говорит, давайте как-то договариваться. И ему сказали, хорошо, на 1 бой ты можешь остаться в PFL, раз уже, типа, через 3 дня бой. Мгм. Но дальше должен вернуться в ACA. И вот Пуи Рахмани выиграл, и мы ему задали вопрос, типа, а дальше, ну, ты в ACA возвращаешься, потому что все уже... И Мгм. вице-президент сказал, что ты в ACA возвращаешься, и у тебя контракт. Он говорит, нет, я не вернусь. Короче, не хочет возвращаться. И после этого Асланбек Ну, записал. ну, да, после этого, не, это до этого он Это записал. до. Ну, А естественно, он сейчас... когда все это услышал, как он вернется? А сейчас быстро, да, тоже добавляю. И Асланбек, типа, считает, что во всем виноват Али Абделязиз. Мгм. Он его называет дельфином. Ну, как и Почему? многие. Ну, все Ну, называют у него его череп дельфином. смешной, Мгм. похож на дельфина. А, Уже до такого дошло? Да, он его назвал дельфином, и за Али Абделязиза вступился Абубакар Нурмагомедов, и Усман Нурмагомедов тоже вступился. Короче, они вступились за Потому что него. это как команда Хабиба, Да, и да, да. они с Мгм. ним работают. И Вот. что там, конфликт там? Ну да, там друг другу пишут что-то. Там Макаев тоже. Макаев на стороне Бадаева, потому что Макаев считает, что в его уходе, ну, неофициально, из UFC виноват как раз Али Абделязиз. Вот, и, короче, там Ничего такое. себе, какой Да, там у замес. них такой прикольный замес. Вот Надо... времена, да? Ну, хоть какая-то движуха пошла, да, интересно. Вы сегодня Камила Не, я к слушали? Он чему? тоже про этот конфликт говорил в своих новостях. Я не слушал, честно. Он сказал, что по форме Асланбек не прав. По содержанию прав, но вот то, что уже переходит это Ну, на наверное, личность. дельфином, да, называть кого-то, не знаю. Хотя, с другой стороны, тоже, вот, по сути, тебя ноги вытирают, Ну как-то да, этот, молчать, не круто сложно сдержать получается. эмоции. Ну, наверное, больше чести было бы, если Сабр сделал, да? Ну, как бы, больше, как бы, имеется в виду, чтобы без... Не переходить на личности, да?
Наверно. Но видишь, уже они все уже вроде и вице-президент сказал, и он сказал, и потом типа, говорит такой: "Нет, я никуда не пойду опять". Но это если он говорит, это его желание. Если он не хочет туда идти, что ему делать? Интересно, а Не, где он драться будет, если ему PFL сейчас скажет Не, нет? однозначно ситуация очень плохая, когда у тебя есть там контракт с лигой, и учитывая то, что ты там не можешь на это повлиять никогда, ну, исходя из там Мгм. санкций и определенных моментов, нету какого-то единого вот этого, знаешь, ну, говорить про какую-то культуру, когда тут за океаном, а тут мы, да, там все вместе, да, грубо. И если бы это между нами было бы, там, мы бы, я думаю, что этот вопрос решили бы, да, там, Да, возможно, объяснили. мы тоже вот чё-то не знаем, почему там Асланбек себе позволил, да, какие-то оскорбления. Ну, как я знаю, пытались, это решать через Резвана Магомедова. Это, ну, менеджер многих бойцов, Да-да. и Мгм. Хабиба там. И он говорит, что Пуя не со мной прям работает, потому что с Резваном работают все, кто из СНГ подписываются в UFC через Али Абделязиза. Он говорит, а он напрямую с Али Абделязизом работает, поэтому он даже и меня типа не слушает. Вот. Поэтому да. Такой, ну, интересный прецедент на самом деле, потому что в целом, если вот такое позволит один раз, по сути, Мгм. то потом Да-да. почему, Не, все почему такое? правильно. Я к тому, что действительно, скорее всего, ПФЛ даже, возможно, знал про этот контракт, но все равно подписал. Кстати, ну там же Асланбек Бадаев говорил, что если вдруг он там выступит, вот этот, забыл, как зовут бойца, Пуя Рахмани. да, то PFL, они заберут одного бойца PFL. Да ну и что? Ну, они там Жору Айвазяна условного заберут, и что, ПФЛ заплачут? за это? Не знаю. Как такие- понять, заберут? Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видео-контента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз мына жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. То есть, если в Они PFL дерется их боец, то они подпишут бойца PFL, чтобы он дрался в ACA. Типа бартер сделают. Как в свое время этого поменяли же Кудрявого. Бен Аскрена. Бен Аскрена поменяли же. Да нет, это же тоже так не работает. Ну, в Что-то смысле, мы за бартер. выходные много чего пропустили, оказывается. Да нет, там, кстати, шутки шутками, но было куча турниров. Еще в ACA был турнир, еще был там OpenFC, MFP турнир. Вот, кстати, в ACA Шамилов выиграл Мгм. Хирамагомедов, Хирамагомедов. Гаджимурат. Второй раз. Мгм. Да, У них был мгновенный реванш. задушил круто. И сейчас, причем у Шамилова тоже, если не ошибаюсь, это чуть ли не последний бой по контракту с ACA. Мгм. И они думают, продлевать или не продлевать, потому что Шамилов в UFC уже хочет. Он где-то говорил, А лет сколько ему? ты не помню, ну, порядка Ты знаешь, что такое Шамилов? Это Чемпион экс-чемпион на Азии. язык. А, Ну, все, Даурен, все, все, у все. У которого Даурен пояс забрал. Да, это, который вот так локтем забил 100 бет топ-тима. Да. Все, все, все. Имрана. Да, Таспана. да.
Да, я на Не, этом бое хороший был. боец. И Мгм. я считаю, что вот я смотрю, не весь бой, но отрывки. Это я второй или третий поединок смотрю. Кажется, у него один проигрыш или ничья была, Нет, у да? него вообще 4 в ACA победы. А, победы У него были? 4-0 вроде в ACA, да. Или решением, да, один бой был, да, кажется? По-моему, да. Он в прошлый раз задушил тоже. Он проигрывал Хирмагомеду прошлый бой, весь бой проигрывал, и потом задушил его на последних Ну, минутах от третьего боя к бою раунда. он лучше А во становится. втором уже вообще прям и Мне первый раунд нравится. хорошо провел, а во втором вообще Молодец, раскрылся. задоминировал. Да-да, красава. Я помню, первый бой он, кажется, начал с победы над Мурадом Абдурахмановым в Актау. Мгм. За титул дрался и забрал пояс. Потом у него бой вот с Имраном, кажется, был. Мгм. Потом поединок был с этим, Даурена? с Дауреном, да? Да, на этом было. На Совместном турнире. совместные Мгм. турниры Fight Nights, я помню тоже, да. Даурен грамотно Не Fight Nights, Урал. заделил. по-моему. Не-не, Урал, кажется. А, с Уралом? Уралом, да. Мгм. Когда этот Багдад Жубаныш дрался. Может быть, кстати, Да. сейчас и встретится снова. С кем? Ну, Ермеков, Он и же в он той сейчас же, в да. ACA. А, точно. Прикольно, Оба в ACA. Мгм. прикольно. Что еще было по ПФЛ интересно? В PFL, в целом, не знаю, прям такого для А что общего. интересного дальше для Усмана? Вот, если честно, даже не... Вот Там PFL есть, настолько есть лига... человек, который победил, ну, очевидно, что для него уже есть. Есть человек, который победил, собственно, тоже чемпиона из команды Хабиба Нурмагомедова в легком весе. Он же чемпион Гран-при. Это, вылетел из головы Гаджира Баданова. Алфи Дэвис его победил. И теперь хотят, чтобы два чемпиона сразилось, чтобы пояс соединить. Потому что у них сейчас два чемпиона получается. Один Есть. Беллатор, да? Да, ну, нет, там не Не-не, Беллатор, там Усману типа у дали них есть, PFL у них есть Гран-при, который ты типа становишься чемпионом Все, Гран-при, все, а все. у них из-за того, что Усман В пришел из Японию ездили, Беллатора, да? Не проводили еще, да? а, Стенка на стенку. Нет, что-то. нет, не совсем это. Короче, у них вот есть система Гран-при, в которой ты получаешь $500 тысяч сейчас, если ты выигрываешь Гран-при. И есть бывшие чемпионы Беллатор, которые дрались с чемпионами PFL. Вот как раз Усман таким был, и он получил пояс PFL, получается. Вот. Хотя есть еще один пояс PFL, тоже равнозначный, ну, пояс чемпиона Гран-при. И вот есть чемпион Гран-при, который победил бойца из команды Хабиба Нурмагомедова, Гаджира Баданова. И есть Усман. Они должны вместе с собой разыграть, типа, общий соединительный титул. Мгм. Вот. Но есть еще Колган, очень крутой боец, который тоже на этом турнире дрался. Вот из Америки. Очень сильный борцуха. Тоже, вот у него 13-0 уже, он тоже может, мне кажется, прям поконкурировать с Усманом. Короче, есть варианты для Усмана в легком весе. Сейчас вот еще посмотрим, может быть, Саламат тоже в легком весе что-то выиграет, и, может быть, его поставят. Почему Усман не переходит в UFC? Ну, это же не так работает, что, типа, я хочу перейти в UFC. Нет, мы понимаем, что и у Хабиба, и у Абделязиза, и там у Резвана хватит там возможности перевести. Да не уверен. Ну, типа, вот у PFL есть свои там какие-то шейхи, которые там за все это башляют деньги. Не, понятно. Ну, по окончанию Ну, контракта. по окончанию, может быть, А перейдет. может, ему там платят больше, чем... Потому Да что это, и- грубо говоря, Усман, это, мне кажется, актив для PFL, который приводит для них Хабиба. То есть постоянно, вот когда Усман дерется, там То есть всегда... держатся за него. Ну, да? это тоже, да, кстати. Хабиб действительно. Там вообще было прикольно, когда Усман дрался. У него в углу был Хабиб, Ислам, Умар. Умар, Абубакар рядом стоял тоже, с ним записал интервьюшку. Короче, прям вообще все там топы. Все братья, да? Мгм. Да, и мне кажется, Ты, наверное, поэтому... надо сказать, когда братья вместе, шайтаны Мгм. плачут. это А у него рекорд чистый, ирландцы да? плачут. У кого? У Усмана. Да, 20-0. 20-0. Мгм. Кстати, в PFL слетел бой Лобова против... Да, кстати, такой трэш был. Лов против Зубайра Тхуговой. Мы в одной гостинице с бойцами жили. мгм. И я тоже, ну, там... Это где они должны были драться? В Вот на этом Абу-Даби вот на турнире. этом турнире они должны были А, драться. тоже ПФЛ? Да. Нифига Сам себе. вообще, типа, такой был громкий бой турнира. И за 2 дня до, получается, боя Лобов пошел. Это уже было. Только не говори, что ночной клуб. Не, ладно, в ночной клуб-то неплохо было бы. Он пошел побороться, типа, с спарринг-партнером, и тот ему лбом Бровь рассек. бровь. И там причем жесткая сечка, там, не знаю, на швов 8. То есть вот прям вот такая вот. Вот прям, не знаю, чуть глаз не оторвался. Ох. За 2 дня до боя. То есть насколько это вообще тупо получилось. Причем он капец этот бой еле выбил, как будто... Ну, этот бой тяжело было организовать, мне Ну, он кажется. прям хорошо раскачивал. Все время Хабиб упоминал, Да, ту да. историю вспоминал. Я так смотрел. И я примерно думал, к чему это все приведет. Потому что Зубайра прям злой был. Ну, кстати, видно. команда Хабиба была вот тоже в этой гостинице. Тоже там, ну, они так нет-нет шутили, типа, о, мы тебя сейчас выцепим, но никто ничего не подходил. Ну да, уже понятно. Все для раскачки. Да. было.
Да и в И целом уже... Сколько лет назад это было, мне кажется, Не, уже... Лобов это вот с даже Макгрегором, дело которая не в этом, история? просто Хабиб уже как бы, ну, уже как бы мужчина, да, там ну, такой. самого Хабиба не было. То есть, ну, за Хабиба-то и не страшно. Самого Хабиба в нашей гостинице не было, он в другой был гостинице Ты получше. больше за Абубакара переживал, наверное. Ну да, вот там даже Абубакар тоже, на самом деле, уже такой взрослый, хотя все равно такой еще горячий, но есть там молодые ребята, которые чуть все равно, может быть, Отличиться хотят. да, не понимают, да, ситуации. Не, нормально, у них-то там воспитание же есть. в итоге. Если их никто не обидит, они, скорее всего, никого Ну, первыми не начнут. Но все равно уже Лобов таким старым выглядит. И даже я старым выгляжу. И вот я на него смотрю, и уже, конечно, А ему сколько лет? 40, по-моему. 40. Да. Шансов, конечно, у него против Зубера, Ну, мне мало кажется, было. и там не особо, да. Ну, ты не забывай, что Зубара тоже уже не совсем молодой. В итоге, как приехали туда, еще тоже забавно было. Лобову постоянно я говорю, давай запишем интервью. Он говорит, да давай завтра. Давай завтра. И вот уже раз, и его сечка случилась. Он такой, да все, брат, у меня сечка, я не буду записывать. Блин, ну, Давай кстати, тоже хороший. я по ходу буду некоторые вопросы озвучивать. Почему? Потому что долго не сидеть, Мгм. 50 вопросов читать. Такой вопрос от Рауан. Нурбек, единственное, мне кажется, ты микрофон чуть это далеко держишь. и Нормально? всё. Там никто не Рауан проверяет. Нурланбек Оло пишет такой вопрос. Еркебулан Тоқтардың айзада көре аламыз ба келешекте дейді. У нас в целом еще тем много осталось? Да нет, можно давай- много придумать тем. просто. Не-не, Если давай я буду отвечаем. обсуждать. И тут спрашивают, типа, в будущем Мгм. можем мы увидеть Еркебулан Еркебулан Тохтар. Тохтара в Назе. Ну, Еркебулан Тохтар очень хороший боец, очень хороший актер. Достаточно такой... Мне нравится вообще его поведение. Мне тоже всё нравится. там, Он да. умный парень, Но такой харизматичный. не должно быть так, что там все самое лучшее должно быть здесь, да, допустим. Есть там у кого-то там в лиге там какая-то изюминка, здесь там, ну, октагон, лашпрайт. Так что у каждого своя история, кто-то растет вместе с промоушеном каким-то определенным, у него какие-то взаимоотношения. Сондықтан это не обязательно, что все здесь были. Так что это даже где-то, наверное, отчасти и нереально, да? Еркебулан недавно ходил на интервью к Кане Бесикееву, и мне очень понравилось. Посмотрите, если не смотрели, он так классно себя там проявил. Дарлин, Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Нұрбек Қабдырахмановтың келесі қарсыласы кім? Нұрбек Қабдырахмановты Құдай қаласа біздер мына қараша айының аяғында балғынмен реваншын жасауға сөзше келістік. Енді ары қарай қазір мына жарыс нақты жақын арада хабар келу керек. Нақты қағазы қойылғаннан кейін екі жақпен келісімшарт жасаймыз да Нұрбек Қабдырахманов пен балғынның арасындағы реваншты жасауға тырысамыз. Ол сұрақты қойған MMA World Show дейді. Кстати, Нурбек Абдрахманов, он же недавно дрался на Если Боролся. jiu-jitsu. Там у них типа, да. Не-не, он без драки, кажется. Не-не, там, короче, по правилам, Не-не-не, они просто договорились грэпплинг, да, у них? без вот этих, потому что... без ударов. Да, без ударов. Ну, в целом, да, там по правилам можно бороться и бить руками, ногами в корпус. Ладошкой, да? Нет, кулаком, кулаками. может, просто корпус только бить можно. Кто это придумал? Это придумал, получается, Заурбек Хасиев, это сын Мирбека Хасиева. Вот. Бывший Давно есть, владелец да? Эйсей. Давно есть, да, эта тема? Нет, это около полугода. Ну, звездный состав был. Даже вот Нурбек Абдрахманов боролся с Хасаном Магомед Шариповым. Да, братишкой. Да, Али Багов боролся с Бабули Цалоевым. Там даже два блогера, ну, один такие поп-ММА бойцы были. Марсель? Не-не-не. Марсель с... Ты говоришь про Коваленко? Коваленко, да, Святослава с... Не, а второй настоящий боец, это вообще Не-не. чемпион хардкора. Чемпион Иномада, чемпион хардкора. Я говорю, ну, типа, около поп-ММА. Вот эта схватка была прям интересная. Получается, Святослав пробует, ну, как бы бороться, а тот базовый кикбоксер. И он ему, он проходит в партер, и он ему со всей силы, с колена, с локтей, с рук, с кулаков, прям весь корпус отбивает. Вот такой было интересно смотреть. А вот чисто борьба, конечно, чуть она не такая зрелищная выходила. Ну, борьба сама по себе, она тоже, можно сказать, на любителя, да, там. Да, 100%. И привлечь туда людей, как зрители, если ты там не шаришь ни в борьбе греко-римской, вольной, там, или хотя бы там, не хотя бы, а в частности грэпплинге, тяжело очень. Я вообще смотреть не хотел, чисто из-за того, что тренер мой там тоже боролся в суперсхватках. Ну, и гран-при был Руслан Исраилов. Да. Я из-за этого стал смотреть. Так что Исраил выиграл? Нет, одну схватку выиграл, одну проиграл. А как проиграл? Там, короче, знаешь, такая хитрая тема. На колено, да? Да, короче, излом колена, когда на тебе человек лежит, ну, ногами закрывает твою ногу, и чисто ногами прием делается.
Ну, потом покажу. Больно было ему? Это Ну, в капец. смысле, Да, перелом но есть? он уже типа он первый победил, травму получил и уже с травмой выходил. Ну, Вот. Исраилова я знаю, очень сильный Да, боец. конечно, Это, один, ну, наверное, наверное, один из самых сильных лучший по борцов курткам в наших. Казахстане. Пурпур? Черный он давно уже. А, черный. Я когда просто пурпур послушал, я Мне знаю, что он пришлось черный. пересматривать несколько раз, как ему сделали этот прием. Да не, это известная штука, просто она не на всех работает, а у него, вот, Руслан тоже мы обсуждали, говорит, у него ноги очень типа такие толстые, ну как толстые, мощные, и он типа ногами закрыл, там не И выкрутил. ММА Global KZ задает вопрос, мы знаем, кто это, да? Это же наш друг. Да, наш друг. У которого татуировка? Да, да. Найза. Найза. Мгм. Единственный в Казахстане уникальный человек с татуировкой Найза, еще этот промокод сделали, как его? Штрих-код? Штрих-код. Ну, приложение? Штрих, точно. Код не знаю. Код. Тимур Серікұлы келесі қарсыласы кім? То есть кто следующий соперник для... Мы хотели, вообще планировали Курбанова, но я как понял, не знаю, точно не слышал от самого Курбанова, где-то то ли в кулуарах, где-то матчмейкеры мне сказали, что, кажется, Курбанов не будет драться с Серікұлы. Пока. А он пока. как-то, знаешь, там был так все это странно, когда у них стердаун был вот у нас на ДД-арене. Он вроде сказал, я хочу с любым, Мгм. потом вышел Тимур, он как-то и Мгм. неуверенно уже смотрелся. С любым. Как? Ну, он сказал, типа, я с любым С готов любым драться. выйду, и тут Тимур вышел. Да, Так вышел кто Тимур. вывел Тимур, я так и Не не понял. знаю, и как-то вот Курбанов уже, мне кажется, ну, выглядел так, что немножко потерялся. Да, вообще для Тимура мы рассматривали же возможность подраться с Наби Ашурлаевым, который в этом дивизионе. Но так как у Наби что-то не получилось, из-за того, что бойца не смогли ему подобрать, там срыв был и так далее, и у этого появился соперник, у Тимура появился соперник как раз-таки с Арлапом. Ну, как говорится, не было бы, как это говорится, Не было И печали, горе, да, несчастье, да, по-моему. несчастье помогло, и вот реально получилось так, что получился у нас в этом году крутейший поединок, Мгм. который реально забыть нельзя, это очень такой... Насколько я понял, Тимур сейчас опять в Дагестане, да? На сборах? Судя по Инстаграму. Изначально он вообще я так понял, что вот это Кабардино, да? Кабардино, да. Балкарию едет с М. первого, а Он же у потом Багова был, спускается. да. Они, я так понял, что у Багу какая-то техника, он сперва там на 2000 выше залезает, там тренируется, потом спускается, и поэтапно спускается М. вниз. Есть в этом логика. Фанис Есть. сейчас тоже в горах, кстати, тренируется. Здесь. У них сборы, да? вот Но они такой. на 1600. Тоже хорошо, 1600 Я его метров. просто звал, говорю, он говорит, я не могу спускаться. А что ты пока. туда не съездишь? Надо съездить, мне просто лень. Ты скажи, когда, ну, в смысле, запланируешь, я тоже хочу съездить. Давай. Может, вместе на моей машине съездим. Бағдат Жұбаныш түсініксіз лигада төбелесіп жатыр. Чемпион бола тұра ол рұқсат алды ма дейді. Иә, рұқсат алды. Біз оны сөйлестік. Енді түсініксіз емес. Жалпы Бағдат Юрьевичтің белбеуін тастаймын деген ой бар, 57-ге көшемін деген ой бар сияқты. А где, Казбек сағың жеңілсе, а где он дрался? Я что пропустил? Не, он собирается драться в какой-то лиге, ну, вообще непонятная лига. Но я так понял, что новая лига. М. Ну, в целом, все же так начинают. Казбек сағың жеңілсе, Казбек, говорит, проиграл, но является самым популярным бойцом в вашей лиге. Дальше не болады, дейді, оның карьерасы. Смотри, вопрос такой. Казбек сағын жеңілсе, является самым популярным. Русский с казахским вместе пишет. А прикинь, кто-то не поймет. Самым популярным бойцом в вашей лиге. Дальше не болады, говорит. Дальше не Ну, болады. они же вам пишут, они знают, что вы поймете. Ну да. Оның карьерасы. Казбек, наверное, один из тех немногих бойцов, который реально очень крутой. Помимо его там мастерства, помимо его профессионализма и всего того, что он умеет, это единственный, ну не единственный, один из немногих бойцов, который умеет привлекать внимание к себе, к поединку, к сопернику, хоть и будет соперник там молчать всю жизнь, да. Вообще молодец, мы желаем ему выздоровления. Конечно, мы ждем, я знаю, что он, скорее всего, побыстрее захочет вернуться, но уже перелом, это в любом случае полгода. Причем перелом перелома. Да, там перелом. Я думаю, что кошмар. это минимум полгода. Но я больше чем уверен, что Казбек хотя бы для последнего танца своего, возможно, вернется. И это будет танец не на проекте «Танцы со звездами». Ну, ты прям жестко. Николай Самусев, лига қайтып оралды. Да. Нурбекпен чемпионский бой көре аламыз ба. Вообще, вот, знаешь, когда-то у меня в голове это было, и я даже предлагал и Диасу, предлагал и этому Айбек Агаеву. До этого уже был у нас чемпион Нурбек Абдрахманов, еще по актовской версии Найзы. Потом что-то мы хотели сделать с этим. Сейфулла Самусев уже должен был быть, по-моему. нет? Не, мы хотели сделать с Самусевым, и что-то Самусев
то ли травмировался, то ли что. Нет, что-то кто-то из них, я не помню кто, но кто-то из них отказался от этого поединка. Ну, то есть не то чтобы отказался, но не выходил. И в итоге там Самусев стал новым там чемпионом. Потом появился опять Нурбек и опять стал чемпионом. Прикольная история. На самом деле сюда поглубже надо именно в контентной части пройтись и хронологию расписать и поднять эти все архивы. Почему? Потому что это и есть богатство любого промоушена, когда есть такие истории. И Мирей, я тебе одну вещь скажу, ты прав. Этот бой надо, скорее всего, уже начинать раскручивать. На заметку возьмите. Хорошая история. Я, прикинь, сейчас вспоминаю, и все это вспоминаю, и у меня прям перед глазами все пробегается. Декабрьның айында Найзақ қай қалада өткізуге вообще в декабре хотим в Атырау провести. Раз уж у нас есть Илеман, который дерется там с Булатом Заманбековым, раз у нас есть Море, который там заявил о себе. Кстати, смотрел этот поединок? Да. Да, с Чоршембиевым. Обсуждаемый, да, можно сказать, да, обсуждаемый, интерес. Вот ты, кто-то там говорит, Чоршембиева видел в интервью, говорит, что он не проиграл. Ты как думаешь? Не знаю. Ну, я всегда тоже за урон. Просто вот был странный момент с глазом, что, наверное, надо было и время какое-то дать, потому что у него же прям реально Но он не красный. просил же до конца время. Ну да. Ну, короче, вот. Обычно, когда время просят, показывают на глаз и берут тайм-аут, да, так? Я так Да, понимаю, так? да, наверное. Он просто показал, по-моему. Да, он что типа глаз. показал Ну, глаз. так-то да, а рефери тоже ничего не... Ну, бой равный был, блин, бой вообще Вот тоже, мне кажется, крутой. больше там к нему подходила ничья, наверное. Потому что если по урону считать, то урона больше нанес Чоршанбиев. Вот. Мгм. Не знаю. Ну, Море хорошо смотрелся. Ну, ты бы какой был? Да не знаю. С Надо учетом ещё- того, что, да, Море еще меньше был, да, ну, прям, не, на самом деле, драматичный это бой. одна. Я Очень тебе классно. честно скажу, когда дошло до судейского решения, я не знал, что скажут судьи, потому что я сам не понимал, кто выиграл. Реально, инициатива и вообще там преимущество переходило от одного к другому. И уследить прям за всеми действиями было нереально. Тычок глаз никто не заметил, и я не заметил. Мне показалось, что был удар. Но потом в замедленном кадре меня отправили, я увидел прям откровенный тычок глаз. Удар в пах я так и не просмотрел. Но в целом два красавчика, бой хороший закатили. Все-таки я до этого Чоршембиева недооценивал в том плане, что я не видел его поединок. Брата я видел, а вот этого вот младшего не особо наблюдал за ним. И вот вчера он мне показался таким Ну, он волевым ударник характером. хороший. Мне кажется, это Вот. вообще претендент на бой года. Ну, Ну, мне кажется, это классный бой был. Мейирбек Тлюгенов будет ли драться говорит, за пояс 61-66? Это MMA World Show задает вопрос. Мүмкіндік бересің бе? Я береміз ғой, ол енді Мейірбек 2 года простое. После этого вышел в Дагестане. После этого вот недавно только в Найзе подрался. Но у Мейирбекова на сегодняшний день очень хороший, я так считаю, что эмоционально в целом. Видел, да, как он там интервью давал, говорил. Если честно, я нового Мейирбека, он здесь у нас работал, учился в свое время, нового Мейирбека увидел, так что если он будет продолжать в том же духе, я думаю, обязательно белбеуге таласады. Дастанды UFC'ге кіргізу жұмыстарын жасап жатсыңдар ма? Ты, говорит, вы начали, говорит, работу по Дастану. отправке Дастана в UFC, говорит. я? Да. Нет, пока не. Миша вообще Не, в не целом, начал. вообще, Дастан, вот мы разговаривали с ним, он как бы оставил пояс. Он говорит, все, я пояс оставил, я буду драться. Ну, он, наверное, по примеру Алиби хочет. То есть драться там какие-то там главные бои, но в целом не хочет драться за У пояс. Дастана есть минус, что он не ярко дерется. Если мы Алиби берем, то это, конечно, ну, и так, я думаю, что UFC были заинтересованы его к себе взять, потому что он ярко дерется. Дастан в основном на борьбу опирается, и борьба реально в UFC сейчас неинтересна. Отвечая на ваш вопрос и аргументирует тем, что сказал Миша, то есть не все от нас зависит, еще многое от бойцов зависит. Ну Так да, что это не так просто. То есть UFC не заинтересованы подписывать реально вот бойцов с СНГ. С Казахстана уже много подписано ребят на данный момент. Поэтому я думаю, что нет. Ну, сейчас прям они не заинтересованы, надо себя прям очень ярко показывать, чтобы UFC на тебя внимание обратили. А если ты просто борешься в боях, то это будет сложно. Дастан пояс оставил, да? А что теперь будет с поясом 61 килограмм? в 61 килограмм, знаешь, новых таких ребят появилось очень много. Сайран с этого, с Семея парень, кстати, ты видел его? Последний С бой кем в Семее у дрался? него был с китайцем. М, Он так как бы тоже, как сказать, не сказать, что там тупо, но при этом при всем так ожидаемо закончился, исходя из там мастеровитости Сайран, но при этом при всем сам китаец был такой достаточно хороший ударник. Но что-то так получилось. 62, я тебе скажу, знаешь, забавных историй можно много придумать.
Я вопросы, наверное, закончу, чтобы потом наших подписчиков потом. Вот здесь я не могу понять, сколько вопросов, сколько просто пожеланий, но столько написал вот этот как Altergo Carpe Diem. Carpe diem, наверное. Carpe Diem. Ну, извините за мой Да ничего латинский. страшного. За мой латинский. Он не такой, как казахский. Я не знаю, может, там и по-другому написано. Не, скорее всего, вот Да. то, что ты говоришь. Асланбек Бадаев пен менеджер промоутер Али Абдализин Ривазан. Ну, мы про это, Обсудили уже. да, мы это обсудили, говорили, так что послушайте нашим начальным. И вот және де One FC чемпионы Кайрат Ахметтің Айса лигасымен контракт отыруы. Вот что ты думаешь об этом вообще? Подписание Кайрат Кайрата Ахметова Ахметова. подписание, да. Ну, хорошее подписание. Просто Для кого? для ESA они же собираются проводить турниры в Казахстане. Там кого-то громче, чем Кайрат Ахметов, по заслугам спортивным сложно найти в Ну и Казахстане. для Кайрата Ахметова это тоже неплохой вариант. Для Кайрата это просто деньги чуть меньше, чем в One FC ему будут платить. Но в One FC он проводил 1 бой в год. Здесь в ESA он может проводить 3-4 боя в год. У него была же мечта с мышонком подраться. Ну, Мышонок завершил карьеру уже. Мгм. Вот, поэтому, ну, да, хорошая в целом история. Просто, ну, Кайрат Ахметов реально еще и конкурентный боец. Единственное, что у него уже возраст тоже чуть поджимает. Ему осталось 2-3 года, мне кажется. Но, короче, хорошее подписание для ESA. Что ты думаешь о бое, ну вообще в целом, что вы думаете о бое Билал Мухаммед и Иан Гэри? Да, тоже классно. Объявили, да, говорят? Да, Да, уже да. все. Анонсировано. А, Вот. Я когда смотрю бои Яна Гэри, всегда болею, чтобы Яна Гэри проиграл. И когда смотрю бои Билал Мухаммад, тоже... А или Топули. И как тоже- тебе здесь быть? И вот я не знаю, за кого болеть, что кто Двойной проиграет. нокаут. Я всегда искал вот этих людей, которые болеют не за кого-то, а против кого-то. Вот они. Зачем ты искал? Я вот, брат, справа сижу. Вот они. Шафхат Рахмонов UFC'ден кетіп жатыр ма? Да. Дидар, тебе вопрос. Жоқ, қалады UFC'да. Точно, кеше сөйлескем. Қалам дейді. Все эти новости, фейк, Была же новость утка. про то, что Ты да, он общался промахнулся. Я Нет. общался. А, ты общался? Да, ну он в зал ходит. Вот. Кто-то фейк, даже мне, прикинь, на Инстаграм с какого-то американского аккаунта, фейкового аккаунта написали на английском мне запрос, говорит, типа, бро, там, ну, не мог бы ты, типа, Да рассказать? мне тоже, ко мне много кто Мгм. обратился. Я поэтому Эдуарду Базарову позвонил. Он показал фотки, типа, вот он сегодня тренируется. Кто-то жесткую утку Да кинул. это, Да, мне тоже кажется, какой-то прям короче, вброс, это что ли. в аккаунте Колос, забыл, как зовут. Короче, есть журналист, который ездит на турниры UFC из России. Вот, Владимир, по-моему, Колос. И он почему-то выложил информацию о том, что все, Шавкат прощается с UFC, да, да. прощается с UFC. Он потом рассказал, что ему кто-то это из западных коллег сказал на турнире UFC То есть там БЖЖ. первоисточник нельзя найти, откуда эта новость? Ну вот Нет. Колос, кто-то ему сказал из западных журналистов. Вот. С Шавканом все хорошо. Вот прикинь, Он прикольный тренируется. вопрос. Мейірбек Жексенбай. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. ММАның ударсыз күрес ережесін қалыптастыруды ойлап жүрмін. ММА күресіне нақты толық барлық спорт түрі тіпті кім болса да қатыса алатын жаңа күрес түрін ережесінің жаза аламын. Номад врестлинг дұрыс жазылмаған көптеген азаматтар ережесінің қарсы, жалпы идея жақсы, бірақ ереже. Он говорит, я, говорит, могу написать. Прикольный вопрос, ну, в смысле, мнение. Я, говорит, могу написать правила для... Как он? Борьбы. На Не, матрестлинг. Нет, он типа говорит, типа, ММА по борьбе. Что это значит? Ну, типа, вот ММА, но без ударки. Ну, это борьба. Так это борьба. Ну, вот, бауырым, если ол ММА болатын болса, ол ММА. Если ММА ударксыз ММА болатын по болса, ол танцам. грэплинг или күрес. Не, он, видимо, про как раз ACB джиу-джитсу, наверное, какой-то говорит. что Он типа говорит, я без могу ударов по написать. голове. Жоқ, бірақ сен концепциясын жаза алатын болсаң, бізге жібер Инстаграмға. Можно көрейік. еще ММА без борьбы, это кикбоксинг будет тоже сделать. Такое есть уже. Даже карате комбат есть уже. Прикольно. Полу ММА, полу Не, в целом кикбоксинг. пусть пишет, а почему бы не написать? Алмат Достояров задает вопрос, скорее всего, Вика, к тебе. Планируются ли филиалы Новые МСД шорты. в городах Астаны? А, Казахстан, то есть. Филиалы? Да. Көп болды ғой. Нет. Жок. Простой ответ. Спрашивают нас Адылгерей, нижнее подчеркивание, К. Лигада БМФ пояс сұрайтындар көп Мгм. болып кетті. Ол поясқа лигадағы... Да, у нас была эта история. Говорит, нет, говорит, много людей, которые в лиге просят БМФ БМФ. пояс. Вот что это, по-твоему?
Да нет, мне вообще не нравятся, ну, прям такие жирные взаимствования мне не нравятся. Потому что BMF придумали в UFC, это Best Motherfucker. Потом все стали, типа, ну, в России, там, в Казахстане боятся говорить motherfucker, Мгм. потому что это плохое слово. А мы говорим Best Media И Fighter. это, ну, тупо. Не знаю, мне кажется, это тупостью какой-то. Зачем тогда BMF делать? Ну, сделать какой-то свой отдельный пояс. Не знаю, нет, мне кажется, что... Там прикол в том, что это самые жесткие, типа, плохиш, самый жесткий рубака именно. Вот это как, там, не знаю, Джастин Гейдж, там, Макс Холлоуэй, вот они реально BMF. А у нас таких бойцов-то почти нету, кто просто люто рубится. Кстати, вот смотри, хороший, ну, не вопрос, а предложение, наверное. Нурбек, Панжилах. Два вопроса. Говорит, Нурбек Агай, два вопроса. Календарь ивентов очень давно уже просим внести эту информацию. Мне, как человеку, который посещает турниры в других городах, было бы очень полезно знать локацию, чтобы подготовиться заранее. Мгм. Билеты, гостиницы, бюджет. Планируется ли в октябре Атрау Рахмет? Ну, про Атрау Молодец, да? сказали, да. Грамотный пацан. Мгм. Обязательно сделаем календарь ивентов, и вы будете знать заранее. Ну, единственное, знаете, не раз бывает так, что проведение ивента, оно зависит не только от нас, от многих факторов, и могут, ну, где-то там арену запретить, где-то там, не то что запретить, как бы не договориться, не разрешить, там, может, какие-то там чемпионаты будут проходить. Вот такие моменты организационного характера, мы часто с ними сталкиваемся. Так что бывает и такое. А так, в целом, идея и донесение вашего вопроса мы поняли и постараемся сделать так, чтобы вам было удобно. Найза реалити бола ма, Вика, это к тебе. Әлде 2025-де аяғында болып қалуы мүмкін ба? Если нашим зрителям нравится наш реалити, мы... Вот сіздерге сол реалити керек па? Көбірек жазыңыздар, жаңа комментарийға бізге айтыңыздар, біздер міндетті түрде жасауға тырысамыз. Миша, Вестник ММА, боролся, говорит, с Асланбеком Бадаевым. Задает вопрос Шаймухан. Можно ли ждать, что мы увидим такой спарринг, если это можно назвать, с Нурбеком Карабала? Да вот, кстати... Асула еще был Да бой можно, в просто смотрите, разработке. Асланбек меня весил на 10 килограмм больше, Нурбек меня весит сколько, на 20 килограмм больше. Можно увидеть, я не знаю, что вы хотите, просто меня травмировали, можно. Не-не-не, это... да. Да не, смел, просто, ну, говорю, весовые разные. Мне хотелось бы с кем-то... А что не качаешь? Ну давай тогда стердаун сделаем. выходи. О, А камеру же надо как настроить. Озвучивайте, почему? Музыку наложить, а Специально для... Сейчас его имя прочту. Специально для нашего подписчика Шаймухан. Что-то его в глазах страха не вижу. Никакого страха. Да, короче, вот лучше вы мне кого-то найдите моего веса. Асула, ты тоже не хочешь драться? Не, при чем ты драться, вообще? бороться. Драться никто не Нет, да я собирается. говорю, за 10 миллионов там я готов еще с кем угодно. За 10 миллионов? Да. помнишь, это ты А, говорил? кстати, они же говорили сумму Да, за 10 миллионов. помните? Да. Вообще смело, то есть мне всё. Асула тоже согласился, Как да? звали, по-моему, бойца, забыл, который вот здесь татуху сделал. Конор Макгрегор. Нет, российский. Потом тоже задавали вопрос. Вот, говорит, ты с тем-то выйдешь? Он говорит, вот если мне положишь 10 миллионов долларов, Да я за сын, 10 говорит, миллионов... Ахиллес. Я, Я говорит, за с ним 10 выйду. миллионов тенге готов выйти. Что, говорит, сын? У меня, говорит, сына зовут Ахиллес, вот я с ним, говорит, выйду. Я за 10 миллионов тенге готов выйти, какие 10 миллионов А какой долларов. твой low price? 10 миллионов миллионов. А, тенге это же. все, ниже не опускаешься. Не, а зачем мне ниже? Смысл какой? Да просто не, это получается надо тренироваться, работать не Ты надо. только ну. тренируешься же. Я тренируюсь мало, мне надо семью обеспечить. Не, хорошая отмазка, да, вот так типа. Нет, так это 10 не... миллионов А почему стоит. отмазка-то? Это же, Не, вообще, в целом. зная Я гонорары говорю- я некоторых говорю- Я бойцов, имею в виду, что ее можно и применять как отмазку, да? но это А не ты отмазка. Асланбека выиграл, да, в итоге? Схватка есть на ютубе. Извините, я не Ну, смотрела. посмотрите. Выиграл? Посмотрите схватку, не буду Потом говорить. Он- в следующий подкаст Я- скажете, кто в каких шортах был. Да. По платной подписке? Нет, на Сейчас ютубе. последний вопрос, и мы закончим. Хорошо? окей. Ну как закончим? Еще У пообщаемся. нас даже была схватка с Дидаром А, да? Вы где все боретесь? ёлки-палки? Баллон Шулаки. А, ну все. у Руслана. Нұрсұлтан Абдугалиев КЗ. Так. Басқа промоушнмен бірігіп шайқастыру керек жауынгерлер дейді. Сколько не вопрос, а пожелание. Все, спасибо, рахмет. Ну, ну мы же максимально постарались. Некоторые достар, мен кейбір сұрақтарды оқыған жоқпын. Неге десеңіздер, біздің подкасттың барысында, оның алдында Найзада, біздер олар туралы айта кеттік. Сондықтан мен ойлаймын, барша сіздердің
қойған сұрақтардың ішінде тілектер де бар, жаңағы лайк басып жатқандарыңыз да бар. Барша сіздердің қойып жатқан сұрақтарыңызға жауап беруге енді тырыстық. Келесі подкастқа дайындалыңыздар. Сосын андай манағы Алтегро, как ты сказал? Вот как латинское слово? Carpe diem. Carpe Лови diem, момент. Алтегро, Carpe diem. Сіз өте көп сұрақ жазып жібердіңіз, бірақ мына сұрақ жазған кезде бар ғой, бір деп жазсаңыз, ана екіншісін төменге түсіріңіз, әйтпесе қосып оқыған өте оңай емес, бірақ сізге өзіңіздің пікіріңізге толықтай былай әдемілеп жазғаныңызға, сосын сарапшы ретінде өзіңіз мықты екенсіз, соның бәрін жазғаныңызға рахмет. Кішкене бөліп жазсаңыз, бір көріп отырамыз. Сосын 7-8 сұрақ көп енді. Бір-екі сұрақ қойсаңыздар, біз жауап беруге тырысамыз. Неге десеңіздер, бағдарламаның да бір мерзімі қатты ұзақ емес. Аленор Суатыр ар жақта отырып, тез-тез тұрыңдар деп. Я думаю, Перед знаешь... окончанием еще надо про план на язык сказать. Не, мы же сейчас не собираемся оканчивать, мы сейчас хотим еще пообщаться. Мне понравилась эта атмосфера, давно я здесь не был. Да. Ну, рассказывай, Ты Миша. чаще приходи. Да, видишь, помимо вот этой медийной жизни, еще же этот... Чуть Есть- микрофон поближе, мне е- кажется, просто звук Есть, будет. есть Дела надо делать, да. Да, процессная, системная работа, управленческая работа, так что Вика еще вот постоянно это... У нас уходит просто в был это. анонс, получается, на язык в Китае, Да. афиша была. Вот хотелось бы подробности от тебя тут услышать. Знаешь, в принципе, все готово. Сейчас ждем только подтверждения все. А так, я считаю, что, знаешь, это такой какой-то новый виток будет. Новый виток в развитии нашего промоушена, в целом индустрии, в целом истории ММА, не только там в Казахстане, СНГ, но и в Азии. Почему? Потому что у нас очень большие планы. О всех них и говорить не могу. Почему? Потому что, ну, еще как бы по рукам сильно не ударили, да, то есть, ну, грубо не подписали на бумаге. Так что я думаю, что нас ждет такой крутой последний квартал этого года. Ну и начало следующего года обязательно, продолжение. Прям детально, наверное, сейчас не о чем Мгм. говорить. Давай чуть-чуть подождем, и мы уже прям в красках. Мы не то чтобы говорить будем, мы будем каждый день это смаковать и общаться об этом. Мгм. Просто уже же просят этот календарь, что может кто-то билеты Да. будет покупать в Китай. Да. Ну, правильно, кстати. Сейчас визы нет с Китая, в Китай поехать. Тем более это нами планируется в Урумчи, так что это очень близко. У меня, кстати, была история, быстро тоже расскажу. Был же турнир UFC в Китае, где Диар Нургажай как раз дрался против Урана Да. Сталдиева. Я хотел туда поехать, уже аккредитацию сделал, но мне, короче, сказали, надо обязательно вам визу в Китай, ну, я же с России, визу, причем журналистскую, а ее очень сложно получать, типа, там надо через какой-то МИД, там, не знаю. Я все что-то, ну, стал узнавать хотя бы, как это все сделать. Пока узнавал, они говорят, уже все время вышло, мы вам Турнир прошел, да? аккредитации, короче, не даем. И буквально через 2 недели это все Офигеть. сняли, ограничения теперь в России без виз с Китаем. Мгм. О, ничего себе. Ну, как в Казахстане то же Вообще самое. круто. Не Вот. успел, Ну да, получается. 2 недели. Не, я был. китайцы, честно сказать, вообще молодцы. Во всех направлениях двигаются. Я вот последний раз в Сане был. Блин, так красиво, так круто. Я больше чем уверен. И в технологии они там перегнали, мне кажется, даже Илона Маска. Ну вот хотел посмотреть тоже в Мгм. Китае. Обязательно. Надо сгонять. Обязательно. Не знаю, что... Дидар, всё, давай заключение, умную фразу вместо Сулы. Вместо Сулы тяжело будет. У меня таких умных фраз, как у него, нет, и такого жизненного опыта. Ни у кого нет. Поэтому Ну, есть образование же. э, Скажи, Carpe diem. Скажи, я заочно учился. поймут только сотрудники НАИЗы. Прошу сдать ваши отчеты. Хлопайте, хлопайте. Да, друзья, после вот этой великой цитаты от Дидара, хочу вам напомнить, чтобы вы подписывались на наши социальные сети. Это и наш YouTube-канал, на который вы смотрите сегодня на SDI. Не забывайте писать комментарии. Можете писать и в комментариях какие-то вопросы, которые вас интересуют. Либо Нурбек Карбала на страницу. Вот, он делает посты перед подкастами, на которые приходят. Также не забывайте про Инстаграм, в котором мы тоже присутствуем. Подписывайтесь на него, на ТикТок. Там у нас развлекательный контент. Также у нас есть приложение на ИЗА. Скачивайте его, смотрите через него турниры нашей лиги, также турниры Жек-Пижек серии. На этом, наверное, все. Всем спасибо и всем пока. Ассаламу алейкум. Пока.